Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на мужчину. А тема звучит так. Серьезные ли у него к вам намерения? Что вообще у него за намерения? Кто его знает? Да? Поэтому, мои хорошие, загадайте, пожалуйста, мужчину, назовите его по имени, загляните в его глаза, так и спросите: мой милый дорогой, каковы твои намерения? Серьезные ли они? Или просто пришел поиграться? Вот расскажи как есть. Я все пойму, и мне обязательно нужно это знать. Настраивайтесь, мои хорошие. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Слушайте, как он к вам фонтанирует. Тут такой переизбыток чувств выходит. Чувства все такие, знаете, свежие, горячие, весной пахнет. Но это влюбленность. Это влюбленность, причем такая сносит напрочь голову этого мужчины. Так, давайте пойдем по порядку. Отсыпочка у нас общая, поэтому принимайте на себя. Но знайте, что вы здесь не случайно. Так, мужчина сам по себе. Обычный человек, вполне себе приличный, ничем особым таким не выделяется. Нет у него никаких таких вот прям скрытых, опасных наклонностей. Да, в меру горячий, да, в меру вспыльчивый, да, в меру работящий, да, девочки, какая-то леность в нем присутствует. Озадаченный в данный период времени. Не все получается так, как он хочет, по жизни, по работе, по бизнесу. Есть какие-то проблемы, но он их решает. Решает он их потихонечку. Никуда этот мужчина не спешит. Делает свое дело, да, и надеется на будущее. Так, по этому мужчине могу сказать, что он пережил в своей жизни какие-то тяжелые испытания. У кого-то могли быть болезни, у кого-то могли быть суды, могли быть всяческие там аварии, катастрофы. Что-то страшное его глаза видели. У него, возможно, седина есть, а возможно даже, знаете как, вот у кого-то из мужчин есть такие белые пятна на коже. Да, вот я забыла, как эта болезнь называется, когда белые пятна появляются. Это вот на нервной почве. Так, пережил, не сломался, укрепился, но у некоторых отыграется, что мужчину все-таки мучают воспоминания, причем, скорее всего, во снах приходят, да? Может там присниться, беспокойный сон может быть у этого человека. Так, в принципе, живет. По поводу выпивки, выпивает, вот у кого-то прям выпивает, но выпивает он либо в строго ограниченных количествах, либо в какой-то определенной теплой душевной компании. Так, чтобы там бухал, нет, такого я не вижу. Если ваш мужчина очень пьющий, но это не ваша отсыпка, вам, наверное, на другое видео, либо на другой канал. Здесь у меня мужчина умеренный. Вот он во всем идет умеренный, кроме отношений с вами. Вот в отношениях с вами он себя не контролирует. Это его, конечно же, задевает и пугает. Такой вот он человек. Он капитан. Знаете, вот капитан привык управлять. Вот руль ему в руки, и он будет управлять. Вот. А с вами не получается управлять. С вами он как юнга, понимаете, куда пошлют, туда пойдет. Абсолютно от вас зависим, от вашего мнения, от вашего настроения, от вашего поведения. И каждый раз с забиранием сердца он с вами вот встречается, да, идет на свидание, либо разговаривает. Очень боится, что вы почему-то вот как либо откажете ему, либо в какой-то грубой форме не примете его ухаживание. Почему-то он этого боится. Кстати, девочки, у кого-то отыграется, что у мужчины под боком женщина. И эта женщина очень такая, знаете, лукавая. Может быть, мама, подруга, не знаю, там, сестра, может быть, даже и бывшая. Вот. И очень часто эта женщина ему какие-то неприятные истории рассказывает.
и заставляют, как будто бы заставляют его сомневаться во всех женщинах. А мужчинка все-таки у вас немножко мнительный. Он так краем уха слушает, но вот что-то откладывается. Вот эта женщина мне не нравится. Не нравится, причем категорически. Какое-то дурное влияние она на него имеет. Так, ну если это какая-то подруга, либо бывшая, там легко будет отвадить. А вот если это мама, ну, тут уже посложнее будет, девочки, посложнее, да. Так, девчонки, ну вы на него, конечно, фурор произвели. Вот даже не первая ваша встреча, а какое-то ваше свидание. Он все никак прийти в себя не может. Настолько вы его поразили, настолько вы его вот как в себя влюбили, понимаете? Вот это случилось как будто бы в один момент. До этого, да, была симпатия, был какой-то интерес, там интересно было с вами общаться, проводить время, там, не знаю, ходить куда-то. А то вот был какой-то у вас момент, когда он поймал себя на мысли, вот желание смотреть в ваши глаза, и больше ничего не надо. Вот вечно хочу смотреть в ее глаза, быть с ней вот на короткой дистанции, и больше ничего в жизни не хочу. Вот. И он очень испугался этого момента. С одной стороны, понимаете, бабочки в животе, а с другой стороны страх. Оказалось, что я не такой уж прям сильный, оказалось, что я сентиментальный, оказалось, что я могу вот так вот бесповоротно влюбиться в девушку. Да, заставили вы его тут и помучиться, и подумать, и пострадать. Кстати, до сих пор у кого-то думает, как вот правильно поступить. Знаете, как думает, ой, это ж я в нее влюблюсь, и она будет мною крутить во все стороны, как этим волчком, да. Эти волчки, знаете, детские игрушки, вот их так нужно пару раз завести, и они вот крутятся по кругу. Говорит, так и буду вокруг нее крутиться. Почему-то боится быть подкаблучником, боится, что кто-то ему так скажет, либо он эту роль на себя примерит. Для него почему-то это страшно, стыдно и страшно. Так, может, он у вас какой-то латентный подкаблучник. Но обычно нас преследуют именно те фобии, к которым у нас, вернее, у людей расположенность, да, либо к чему нас тянет. Так, по поводу этого мужчины. Девочки, у него хорошее будущее. Будущее у него светлое. У него, видите, как в руках что-то будет, какой-то символ будет. Символ победы, достижения. Результат какой-то конкретный будет. Он на ноги встанет. Причем, если мужчина даже уже не молодой, у него очень обеспеченное будущее идет. Обеспеченное. И он, знаете как, по жизни он немножечко такой прижимистый. То есть на себя, скорее всего, много там не тратит, либо привык экономить, может быть, да, на каких-то вещах, на обыденных. Но если он в семье, если есть у него как обязательства, да, он взял на себя обязательства там, за женщину, за детей, он экономить не будет. Он будет вот прям самое лучшее давать. И смотрите, как получается. Когда у него будет много денег, а у него их будет много, причем очень много, он это сам заработает, знаете, как на плечах на своих вот вынесет, либо бизнес, либо работу какую-то, вот прям вырастет на этой работе, либо в бизнесе. Денег будет очень много. И он будет тратить на вас, на любимую женщину, да, либо на женщину, которая будет с ним. У вас по поводу этого мужчины очень много сомнений и подозрений. Для вас он темная лошадка. С одной стороны, да, нравится, да, тянет, но что-то вас останавливает. Какой-то он, либо скрытный очень, у кого-то отыграется, там, любит помолчать, там, поумничать, весь в себе. А у кого-то отыграется, что он так и разговаривает, как будто бы не договаривает, либо слова даже глотает. Вроде как прямой вопрос ему задаешь, а он там 1001 вариант уже накинул и вроде как ответил, а вы не понимаете. Где ответ на мой вопрос? Ты мне тут 1000 слов сказал, но я так ничего не поняла. Как голову немножечко умеет заморочить. Вас это очень смущает. Еще кого-то смущает, что у мужчины непонятный бэкграунд, что у него там сзади. Свободный он, не свободный. Если не свободный, в какой они там ситуации, развелись, разводятся, либо даже и не думают разводиться. Он умеет обходить острые моменты. Вот. А для вас, конечно, это непонятно, неприятно. Вы бы хотели большей четкости. И понимания бы вы хотели, он вам этого не дает.
Не дает. А не дает, потому что он не уверен. Он не уверен в себе. Он боится этих чувств, которые он к вам испытывает. Ну что тут скажешь? Знаете, он привык жить для себя. Вот, ну вот, чтобы мне хорошо было. Чтобы мне было спокойно, чтобы не было каких-то там грома, молнии. Я хочу идти по ровной дороге. Да? Вот по ровной, пусть она будет прямая, пусть она не идет горы, ну пусть она будет ровной. Он не хочет каких-то потрясений глобальной в своей жизни. И также, знаете, вот если он у вас свободный, он себе женщину искал, знаете, удобную. Вот говорит, ладно, пусть она там некрасивая будет, пусть она там не умная. Ну, главное, чтобы покладистая была, да, чтобы характер был хороший, чтобы умела там готовить, заботилась обо мне. Ну, как типа стерпится, слюбится. Вот такого мнения он был. А вот вы все в голове у него поменяли. Когда он с вами познакомился, он теперь, знаете, как думает, не, говорит, я не хочу удобную, я хочу страсти, я хочу эмоции, я хочу бури. Бури хочу, но с другой стороны страшно. А вдруг я эту бурю не переживу? А вдруг меня накроет этой волной? И что тогда? Как я буду выбираться? Ну хорошо, если накроет волной и в море утащит, в море любви. А если выбросит на берег? И что? Помирай, да, без воды. Поэтому он у вас такой немножечко осторожный выходит. Так, серьезные ли у него намерения? Буду говорить, как вижу. Когда вы только познакомились, я уже сказала, да, вы ему очень понравились. Но отношение его было, ну, таким легким, да. Ну, женщина приятная, ну почему нет? Ну, пообщаемся, может там что перепадет, да, по интимной части, кто его знает. Вы его очень привлекли внешне. Какая-то вот черта, не черта, как это правильно сказать, да, в фигуре вашей что-то его привлекло. Может быть, грудь у вас выдающаяся, может быть, попа у вас такой приятной формы для его глаза. Вот фигуру, на фигуру пошел. На фигуру, потом присмотрелся. Девочки, простите, я не хочу никого обижать, я просто говорю, как я вижу, как я чувствую, как мне идет информация. Он действительно к вам присмотрелся. У вас не с первого свидания, не с первого там, момента знакомства вот эта любовь пошла. Это произошло немножко попозже. Был момент, когда мужчина просто в вас влюбился. Вернее, вы его в себя влюбили. Вот. Заглянул в ваши глаза и все, понял, что пропадает. Тонет в ваших глазах. Вот этот момент у него был. Вот. В начале знакомства было легкое, несерьезное отношение. Сейчас этот мужчина, он не представляет жизни без вас. Он и вас боится, и без вас он никак не может. У него сейчас дилемма. Ой, ему так нелегко. И вам с ним, кстати, тоже очень нелегко. Значит, девочки, что скажу? Вот у кого-то из вас отыграется другой мужчина. Либо вы в паре, либо вы в браке, либо у вас новое знакомство произойдет. Вот идет другой мужчина. Этот мужчина идет триггером для вот этого. И он его спровоцирует на очень конкретные действия, на такие вот, вы знаете, серьезные предложения. Заставит его тут и понервничать, и побегать, и локти себе позаламывать. Это будет. А вы, я вам даже совет сейчас вот хочу дать, да, ведите себя, как будто бы вы зритель. Зритель, да, вы пришли на представление, там, театральное, может быть, там, в кино, в цирк пришли, да, в цирк, кстати, очень хорошо подойдет, ну, такая аналогия. Просто представьте, что вы зритель и наблюдаете за тем, как будут происходить ситуации. Вот этого мужчину не давите, абсолютно не давите, дайте ему полную волю, свободу, пусть почувствует, что выбор остается за ним, что вы никогда не будете его там не прессинговать, не давить, все будет так, как он решит. Вот поверьте, он испугается этой свободы, он испугается того, что вы за ним не ходите, да, что вы им там мало интересуетесь. И плюс это триггер в виде другого мужчины, и будет прекрасный результат. Но вот кому-то отыграется, что вы с этим мужчиной не будете. Вы вот так еще немножечко с ним поиграетесь, и к другому мужчине перейдете. К другому. Для вас другой идет более какой-то, знаете, то ли перспективный, то ли понятный, то ли стабильный. Значит, переметнетесь. Ну, а кто-то дальше с этим мужчиной будет выстраивать отношения. Сразу хочу сказать, времени уйдет
немало на то, чтобы вы сошлись, объединились, семью создали. Тут, видите, и вы в нем сомневаетесь, и он такой, знаете, туда-сюда. Придется вам потратить время. Главное, не спешите, узнавайте друг друга постепенно. И с этим мужчиной будьте настоящей, вот такой, какая вы есть. Вот что думаете, то и говорите. Вот что считаете, то и делайте. Вот. А думать, что он там подумает, как он это воспримет, вот это ни в коем случае нельзя. Пусть видит, какая вы есть. Он, кстати, очень чувствительный к лжи и к правде. То есть, когда он всегда чувствует, когда люди играют, да, когда люди там привирают, что-то скрывают, он это чувствует. У вас, кстати, тоже есть такое. Но у вас это больше на сильную интуицию похоже. А у него как звериное чутье. И люди, которые его смущают в этом плане, ну, которые не совсем с ним там честны, он их старается избегать. Да. У него такое то ли правило по жизни, то ли в голове у него такой пунктик есть. Поэтому, девочки, будьте сами собой, и все у вас будет нормально. Это вам, кстати, и в будущем поможет. Если вы с этим человеком свяжете свою жизнь, свою судьбу, вам такой шанс выпадет. Если вы этого хотите, выпадет. Этот мужчина перекресток вам делает. То есть вы можете на нем остановить свой выбор, а можете и дальше пойти. То есть все зависит только лишь от вас. То вы не пожалеете. Не пожалеете. Конечно, прям идеальных отношений я тут не вижу. Все будет. Он иногда вас бесить будет вот этим своим туда-сюда 50 на 50. Но с другой стороны, мужчина очень перспективный, денежный мужчина. Тут и достаток будет, и все будет, и дети сытые, довольные, одетые, обутые, и при хорошей учебе все будет. Вот. И вам даже, вот смотрите, как будут денежки давать, на вас экономить не будет. Но вам придется мириться, да, мириться с какими-то его особенностями. По поводу других женщин, по поводу других, ну, он такой, знаете, он эстет, да, он любит наблюдать. Он любит, там, может быть, картинки какие-то разглядывать, любит за женщинами, да, подсматривать из-под тишка. Что-то вот его в этом заводит, да, либо что-то его манит. Но так, чтобы по женщинам ходить, нет, я этого не вижу. Не вижу, и все. А при хорошей жене у него даже интерес к этому подсматриванию, просматриванию других женщин, он пропадет. Все будет замечательно. Сейчас у него к вам серьезно, девочки. И чем дальше, тем будет все серьезнее и серьезнее. Поверьте. Просто ваши отношения, они набирают обороты. Начиналось все как, знаете, как в легкую, несерьезно, ну такое, повстречались, пообщались, а теперь видите, как он из-за вас покой и сон потерял. Голова прям кружится, когда о вас думает. Ведите себя так, как есть. Вот будьте такой вот малодоступной, горделивой, такой немножко даже надменной. Вот это его очень приманивает к вам, очень. Вот. И, конечно же, не падайте в его объятия, не кричите: «Ваня, я ваша навеки». Нет, такого ни в коем случае делать нельзя. Пусть заслужит вас, пусть какие-то героические поступки ради вас делает, пусть побегает. Вот чем труднее вы ему достанетесь, тем крепче будут ваши в будущем отношения. Ну, а кто выберет другого мужчину, девочки, ну, это совсем другая история. Я думаю, что вы себя не обидите, и другой мужчина вас не обидит. Потому что кто-то у меня здесь все-таки с другим мужчиной уйдет, да, в другом направлении. Там уже все будет по-другому. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.